Они последнее высокогорное село, куда можно доехать на машине. Дальше и выше только Столовая гора, на которую каждый год простые любители активного отдыха поднимаются пешком. На этот раз таких любителей 5. Да, высота сложная, но я думаю, мы поднимемся и преодолеем ее. Михаил Королев перенес десятки сложных операций. В итоге ему удалили часть позвоночника. Инвалид второй группы, но несмотря на это нашел в себе силы и рискнул покорить вершину Столовой горы Мятлома. Пришли сюда, чтобы преодолеть трудности. Вот ребята помогут нам. Надо никогда не сдаваться, идти вперед всегда. Не лежать у телевизора на диване, а двигаться. Вот познакомились с ребятами. Слава Богу, при поддержке Сергея Михайловича Миронова мы здесь оказались с ребятами. Я первый раз в горах. Красота, конечно, обалденная. Проверьте еще раз все свое снаряжение, чтобы ничто не забыли, что будет там необходимо нам. Вот, выдвигаемся, значит, в направлении седловины. Идем не спеша. Небольшой инструктаж, и команда из 7 человек отправляется в путь к своей цели. Покорить вершину и проверить свою силу воли решился Александр Зинченко. Диагноз ДЦП с рождения. Но это не помеха. Молодой человек уверен, эта вершина покорится ему так же, как и горы в Алтае. Я рассчитываю ее покорить, а там посмотрим, как по состоянию, как по погоде, опять же, даст, не даст гора на себя. Несколько часов утомительной ходьбы по узким горным тропам, неудобному серпантину кажется вечностью. Огромные зигзаги, обрывы, а до финиша еще далеко. Впереди огромные пики, скалы и ущелья. Для нас, конечно, это не Эверест, но и не маленький подъем. Но для этих ребят, которые, несмотря на свой недуг, решили подняться на Столовую гору, это большое препятствие, в первую очередь, для преодоления самого себя. Деревянные трости уже не особо помогают. Крутой подъем отнимает все силы. Ноги начинают неметь, но шаг за шагом ребята продолжают взбираться. Осуществить восхождение, которое приурочит его к 25-летию Республики Ингушетия, с нашими товарищами, которые имеют определенные ограничения по здоровью, там, имеют инвалидность. Вот, и решили, чтобы этот проект имел определенную социальную составляющую, чтобы люди с ограниченными возможностями могли преодолеть этот довольно-таки сложный маршрут по восхождению даже и для обычных здоровых полноценных людей в плане физического здоровья. Вот. И самое главное, тем дать сигнал и показать, что все в наших руках. Это и развитие здорового образа жизни, и развитие туристического направления. Своего рода небольшой горный экстрим организовали себе ребята, где собственными глазами смогут увидеть всю красоту ингушских гор. Но, пожалуй, для каждого из них главная цель – доказать самому себе: я смогу все, я преодолею вершину. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24.